На том же круглом столе выступил и доктор юридических наук профессор Кайрат Османалиев, который, среди прочего, коснулся и вопросов границ и отметил, что, например, в 2012 году между Узбекистаном и Таджикистаном сложились очень напряженные отношения, и таджики оказались в экономической блокаде, а Кыргызстан им сильно помог. В этот момент можно было раз и навсегда решить все пограничные вопросы, и тогда сейчас никаких эксцессов на границе не было бы. С Кайратом Османалиевым побеседовал наш корреспондент Андрей Токумбаев. Сказанное вами о госгранице кыргызско-таджикской во время круглого стола вызвал большой интерес участников. Расскажите, пожалуйста, о чем вы говорили? Тема конференции была посвящена вопросам вообще Кыргызстана на современном этапе. Она называлась «Кыргызстан. Изменчивый мир». Суть в том, что много что меняется. Много меняется вокруг нас, в регионе меняется, на глобальном уровне. Но я считаю, что национальный интерес Кыргызстана – это неизменная константа, которая не должна меняться. В данном случае я привел пример, то, что вот происходило, как происходила генез ситуации на южных рубежах Баткенской области. Да? И как он происходил? Первые звоночки прозвенели в 1999 году, в 2000 годах, когда организованные бандформирования исламского движения Узбекистана прошли через Таджикистан, прошли на наши южные рубежи, это Торин, Баткенский район был. Уже тогда было понятно, что это такой район, который уязвим со многих точек зрения, не только с точки зрения международного терроризма, экстремизма, но и то, что там, в приграничных районах, Таджикистана, власть, она не совсем, так сказать, синхронная с официальным Душанбе. Но мы историю этой ситуации тоже прекрасно знаем. В 1996 году в Бишкеке был подписан один из основных договоров о прекращении гражданской войны. И там мы знаем, что были определенные игроки. Это ОТО, соответственно, непримиримая оппозиция в Таджикистане, официальный Душанбе. И в этих приграничных районах власть контролирует как раз-таки большей частью те, которые принадлежали тем боевикам, скажем так. Да? Естественно, не та сторона и отчасти с нашей стороны, они не заинтересованы в том, чтобы эти границы были четко демаркированы, демилитированы, чтобы там был прочный заслон. Заслон чему? Заслон контрабанде. В первую очередь. Чем живут местные лорды, всякие там боевые бывшие командиры, с нашей стороны криминальные структуры? Тем, что они занимаются, контролируют этот оборот, контрабандный оборот. Где-то начиная даже с конца, ближе к концу 90-х годов отношения Узбекистана с Таджикистаном заметно испортились. Начало 2000-х годов они испортились вообще, скажем так, уже в крайней форме, потому что Узбекистан устроил настоящую блокаду. Они разобрали железнодорожные сообщения, взорвали мост, который там связывал, устроили блокаду, там остановили, тысячи вагонов, то, что шло в Таджикистан. Таджикистан – это такая же страна, которая не имеет выходов к морю, и, соответственно, она закрыта фактически. Да? И, по сути дела, дорога жизни для Таджикистана стал юг Кыргызстана, это Баткен, соответственно. Вот тогда уже предлагались меры для того, чтобы максимально усилить контроль на границах Баткена с Таджикистаном. Но не только политические провокации, но и, наверное, экономические проблемы заставляют баткенцев покидать свою малую родину. Здесь надо иметь еще одну в виду цифру. Чуть больше 4 миллионов населения Сагдийской области и около 500, чуть меньше тысяч населения Баткенской области. С учетом ползучей миграции, которая особенно последние 10 лет она усилилась, да, я думаю, что там не больше 300 тысяч. То есть демографическое давление, пресс демографический, он более чем 10-кратный соответствующим образом. Поэтому эти и другие обстоятельства, то, что там проходил наркотрафик, контрабанда различных других, скажем так, товаров народного потребления. Вот все, так сказать, должно было учитываться, приниматься во внимание руководством новой, скажем так, Баткенской области. И
В 2012 году на некоторых круглых столах я предлагал, что нужно значит, внедрить принцип казачества, да? То есть, по сути дела, местному населению придать вот статус такого вот особого положения, такого вот полувоенного. Вот вы сказали о военных поселениях. Как это будет выглядеть на практике в современное время? В современных условиях наделить их значит, широкими полномочиями по патрулированию с пограничной службой, соответственно, вооружить их, выделить им там лошадей, если нужно, выделить кредиты льготные, для того, чтобы остановить вот эту вот миграцию. Может даже создать условия, чтобы туда хотели переезжать некоторые граждане. А так мы фактически оголили фертильная часть, основная фертильная часть населения Баткена, она сейчас, это значительная армия наших трудовых мигрантов Российской Федерации. Часть из них переезжает в Бишкек. Фактически мы оголили. И все это прекрасно понимали и на уровне Совета Безопасности, и на уровне губернатора, и на уровне вообще каких-то экспертных кругов. Ничего этого сделано не было. Вот. Никто не был заинтересован в том, чтобы вот эту линию демаркации закрыть фактически границы. Актуальность этого, значит, этих предложений, они сохраняются. В 2012 году меня заклевали, что-то вы там такое предлагаете. Значит, я считаю, что вот те предложения, они достаточно рациональны, да, особый статус. Не было защиты национальных интересов. Поэтому сейчас ситуация изменилась. Да, Узбекистан открыл границы, у них сейчас нет никаких проблем. Мы, там, естественно, продолжается там и контрабанда, и фактически власть местных царьков, местных полукриминальных структур, что с кыргызской стороны, что с таджикской стороны. Просто чтобы вы были в курсе, да, вот этих анклавах Варух, ну и остальных, да, там живет как раз-таки, живут, по данным, значит, наших источников, у нас тоже же работает как бы, да, система разведки, контрразведки и так далее. Да. Вот. Там как раз живут те, которые в оппозиции с официальным Таджикистаном. Вот те, которые там разделяли взгляды ПИВТ, к примеру, да, либо там вообще там состояли в этих... Вот, эти люди там решают эти вопросы. Надо решать вопрос с обменом территорий, да? Надо принять закон об анклавах. Надо, значит, наконец-таки прочертить вот эти линии, так называемые, потому что до сих пор у нас нету даже этого консенсуса. Каждый стоит со своей картой. Вы хотите сказать, что определенные политические круги Таджикистана не только поддерживают, но и одобряют политические провокации на кыргызско-таджикской границе? Я не хочу напрямую обвинять, мы понимаем, что это называется геополитика. Родоначальник геополитики, немецкий политолог Рацель, говорил о том, что геополитика, конечно, она определяется расположением страны, но особенности, кто выигрывает в геополитической игре или войне, тот, который умеет пользоваться возможностями, которые представляет это самое геополитическое расположение. Вот для Таджикистана стратегически и перспективно они эту, значит, геополитическую, ну, скажем так, войнушку, они, скорее всего, могут выиграть. Почему? Потому что очень много благоприятных факторов для Таджикистана. Ну, здесь много еще других моментов, которые я не могу говорить как юрист бездоказательно, но мы понимаем, что любое государство заинтересовано в расширении своего влияния. Ну, еще как юрист я бы хотел сказать, что ну, наши депутаты, в принципе, должны принять закон, который так и будет называться, закон об анклавах. Для чего? Что сейчас происходит? Они заезжают в свои анклавы, там заезжают грузовые машины, там, что они там провозят? Да хоть что. Они к себе заезжают, проезжают через нашу территорию. Извините меня, надо принять закон, по этому закону установить соответствующий режим, обязательный досмотр и все остальное. То есть мы должны свои национальные интересы защищать максимально, исходя из своих этих возможностей. Ну, а в целом ситуация, к сожалению, ситуация благоприятная, значит, она
уже упущено, надо это признавать по факту. Надо сейчас двигаться уже из того, что имеется. Сейчас наступило время управленческих решений. Эти управленческие решения, они должны быть системные. Вот, они должны приниматься на уровне секретаря Совета Безопасности. Вот, в том числе принятием, во-первых, институциональных мер, изменений в законодательстве, это нормативные. И, конечно, это потребует значительных финансовых средств. Вот, между прочим, Адумаров хороший пример привел, хотя я не являюсь его фолловером, но он правильный пример говорит. Вот если, говорит, в семье 7 детей, вот, и один из этих детей, ребенок болеет, да, ну что делают? Все же ему помогают. Пусть каждая область, вообще вся республика, давайте мы поможем. Вы извините меня, да, я не живу там, я не являюсь жителем Баткенской области, да, но те, которые там живут, это герои. Вы представляете, в таких условиях, когда идут целенаправленные провокации, вот то, что там точечно, там, с перерывами час-два, там, значит, закидывают там камнями, потом стреляют, а до этого это вообще вопиющий случай, когда начинают с гранатометов там обстреливать официальные, так сказать, пункты пограничного досмотра и так далее. Это же вообще же вопиюще. Надо все правильно понимать, что там без наведения нормального порядка, без создания благоприятных условий, без введения вот этих вот комплекса вот этих мер, мы эту ситуацию проиграем. Если будет все так же, самотеком, если будет безнаказанность, для начала надо наказать тех бездельников, тех, которые в свое время профукали. Еще надо посмотреть, не зря выходила информация о том, что господин Разаков каким-то образом аффилирован с какими-то таджикскими какими-то силами, да? Но доказательств нету, но есть же факт, результат, а результат он не в пользу Кыргызстана. Поэтому этот человек, если у него есть совесть, он сам должен подать в отставку. Огромное вам спасибо, Кайрат Медальбекович, за разговор. И будем надеяться, что начавшийся процесс по стабилизации кыргызско-таджикской границы приведет к успеху.